мы сейчас слышали 7 Евангелий, 7 отрывков из Святого Евангелия, и одно из них очень красочно говорит о том, как делится общество человеческое на безумных и разумных. И вот было 10 дев, которые ждали пришествия процессии жениха. Каждая из них мечтала стать женой богатого человека, и все они стояли у его дворца. У каждой из них был светильник, чтобы осветить свое лицо, чтобы стража могла впустить их в дворец. И вот у 5 был запас елея, а у 5 не было. И когда настала ночь, они зажгли свои светильники, и 5 мудрых продолжили освещать свои лица, а у 5 юродивых стало гаснуть эти лампадки. И тогда они попросили у мудрых, мудрые им отказали, потому что, говорит, если мы поделимся с вами, то и у нас, и у вас погаснут светильники через час. И те, пока ходили на торжище, чтобы купить запас елея, пришел жених, и глашатай говорит: «Сей жених грядет в полуночи, идите встречайте его». И тогда он открыл двери 5 мудрым, те со своими горящими светильниками прошли в дворец, и двери были затворены. Когда же пришли юродивые и стали стучать и говорить: «Господи, Господи, отверзи нам, мы же тоже претендентки на то, чтобы во имя кого-то из нас ты выберешь невестой». А он кричит им через дверь: «Не знаю, кто вы, ибо пропустили вы час моего пришествия. Отойдите в огонь вечный, где муки и скрежет зубов». И двери так и не открылись, и они остались в этой безлюдной пустыне. Так вот, в этом Евангелии, в этой притче, девы — это наши души, светильники — это наши добрые дела, елей — это запас добрых дел в наших душах, а жених, который пришел, сам Господь Бог. Поэтому мы с вами должны участвовать в таинствах Церкви Христовой, принося Богу покаяние за свои грехи, молясь, всегда помнить, чтобы у нас всегда был запас добрых дел, как у этих мудрых дев. Поэтому, дорогие мои, помощи вам Божьей. Мы будем продолжать собирать средства на восстановление сводов, побелки. Дорогие братья и сестры, уважаемые наши подписчики, я хочу еще раз призвать вас откликнуться на нашу слезную просьбу и помочь своей посильной лептой на побелку сводов предела всескорбящих радости Никольского храма.